Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку моего канала. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вас, а тема будет такой: кто и что не заставит себя долго ждать. Если тема интересна, присоединяйтесь и давайте вместе узнаем, кто и что уже у вас на пороге в дверь стучится. Я думаю, что все уже на себя загадали. Убираю назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, что же, кто же не заставит себя долго ждать? Ну, прежде всего, это деньги. Деньги. Деньги в виде обещания, либо деньги в виде уже конкретной суммы. Вот идут с левой стороны к вам деньги. Либо человек, о котором вы сейчас не думаете, даст вам обещание по поводу денег. Это 100% случится, то есть обещание будет выполнено, либо сумма будет получена. Как оплачено, получено. Не могу сказать, что сумма прям очень большая, но достаточно внушительных размеров. То есть, возможно, даже достаточно давно вы в своих руках не держали таких вот сумм. Приятно, приятно, тем более я вижу, что вам есть куда потратить, на кого потратить, на что потратить. Ну вот как деньги в руки идут. По поводу откуда, я не могу вам сказать откуда, но вот слева. То есть с этого источника вы не ждете, либо от этого человека вы вот именно в сегодняшнем дне, когда вы смотрите мою отсыпку, вы не ждете, не думаете, и для вас это совершенно невероятная ситуация, но она обязательно произойдет. Деньги придут, деньги поступят. Так, еще важный момент. Здесь отмена какого-то пути, какой-то дороги, перенесение пути дороги на другое время. Более, возможно, благоприятное, либо время, которое будет именно вам подходить. Отменяет. Кто отменяет? Ну, здесь как обстоятельства отменяют. Это нет конкретной воли конкретного человека. Ну, такое стечение обстоятельств. Значит, это к лучшему, однозначно это к лучшему. Но почему-то вы это можете воспринять, либо кто-то вам может сказать, что это знак судьбы. Типа не делай, не надо, не стоит. Это не так, никого не слушайте. Ситуация сейчас, либо обстоятельства сейчас неблагоприятные. То есть с большими какими-то проблемами, надрывами, тратами. Да? Вам же это не надо? Не надо. Здесь вот как ангел-хранитель порядок наводит, да? Вот так все по местам расставляет. То есть сейчас не ходи, попозже пойди. Да? То есть и с вашей стороны, и с другой стороны. То есть не пугайтесь, никого не слушайте. Это нормальная ситуация, ничего плохого в ней нет. Для вас это вообще один позитив, так можно сказать. Так, следующий момент. Человек, глубоко влюбленный в вас человек начнет к вам проявляться. И я так понимаю, что человек куда-то вас будет звать, приглашать, ну, по крайней мере, очень надеется, что вы не откажете. Мужчины, женщины, кто смотрит мою отсыпку? Человек действительно давно вас любит, да, соответственно, у женщины это мужчина, у мужчины это женщина. Намекали вам, не знаю, там глазами стреляли в вашу сторону, но вы как-то не воспринимали, вам казалось, что просто милый человек, там, знакомый, друг, не знаю, коллега, и ничего более. А тут уже, смотрите, как терпеть рвався, да, человек начинает
активно грести в вашу сторону. И тут уже кривотолков точно не будет. Для кого-то это будет шок, для кого-то это будет прям самое желанное, да, чтобы именно этот человек проявился в вашу сторону. Но тем не менее, позитивный исход я вижу. Я вижу, что вы не откажете, я вижу, что вы согласитесь и не пожалеете. По крайней мере, хорошо проведете вместе время. Я вижу, что вы не откажете. Я вижу, что вы согласитесь. Скорее всего, это будет предложение, может быть, сходить куда-то вместе, там, в ресторан, в кафе. Да просто прогуляться. Вот. Будет приятно, будет весело, будет о чем поговорить. И потом, конечно же, будет что вспомнить. Что будет дальше, я сказать не могу. Не могу. Я вот вижу, что эта ситуация будет, и вижу, что вы принимаете. Вот. Ну, если вам понравится, вот как нам показал песочек, я думаю, продолжение будет. Так, здесь у меня встреча женщины, ребенка, либо детей с отцом, с мужем. Может быть, вы в разных местах проживаете, либо находитесь. Встреча состоится. Мужчина, он как будто бы вырывается, либо прорывается, да. Вот, очень хочется видеть детей, очень хочется видеть вас. И он это сделает. Он полон решимости. Его уже не остановить. И кто бы там блоки не выставлял, поверьте, он снесет все. Он найдет такой путь, он найдет такую лазейку. Он обязательно приедет. Он обязательно придет. И встреча состоится. Да. Очень приятное и теплое событие. Особенно дети будут рады. Вот и вы рады, но дети прям аж до слез рады. Да, очень милая картинка идет, да, счастливые дети, счастливые вы, и мужчина тоже очень-очень счастливый. Герой, да, герой, он просто герой. Так, кто-то у меня собирается с кем-то разбираться. Какие-то разборки, либо у вас какие-то претензии к какому-то человеку. Вот вы думаете об этом, думаете, что надо пойти, поговорить, предъявить этому человеку. Вот этот человек вас опередит. Вы знаете, вот кто-то внес клин между вами. Эта ситуация, она искусственным образом созданная. Вы в положении обиженного, и другой человек, он тоже на вас обижен. Человек придет к вам, придет с таким, знаете, гонором, а что случилось, а давай-ка разбираться, а ну-ка тут быстро мне тут все по полочкам разложи. А вы тоже в позу станете, скажете: так, пардоньте, давайте начнем с того, кто виноват. Это у меня к тебе претензии. Вот, начнете выяснять, придете к заключению, вдвоем придете к заключению, что никто из вас не виноват, и виновата третья персона. Потом будете сидеть и думать, да, как поступить с этой третьей персоной, каким образом, да, этого человека призвать к ответу, либо уже наказать. Да. Смотрите, и помиритесь, и наладите отношения, и действительно выявите настоящего врага. Вот в прямом смысле этого слова. Да, враг у вас общий получается. Так, здесь у меня вышла женщина на пороге. Женщина вам неприятная. То есть эту женщину вы не любите. Не нравится она вам. Либо вы очень много проблем от этой женщины познали. Кем она вам приходится? Ну, знакомая точно. А кому-то даже и родственница, возможно, эта женщина. Значит, она под каким-то хитрым соусом, с такой, знаете, улыбкой, которую она на себя, дежурная, да, которую она на себя одевает, идет к вам, вас на что-то уговаривать, либо что-то у вас, я не знаю, выманивать, выпрашивать, выспрашивать, опять же таки. Вот. Ну, я так понимаю, церемониться вы не будете. И в достаточно грубой форме, ну, этой женщине на лестничную площадку укажете. Вот. Готовьтесь к тому, что она может огрызаться, да, и вот маска этой доброжелательности спадет, и может неприятные слова вам сказать. Но лучше неприятные слова, чем неприятные последствия, если с ней связаться. Следующий момент. Здесь вот у меня несколько женщин занимаются каким-то планированием, обсуждают, планируют
какие-то, может быть, даже списки составляют, может быть, какое-то мероприятие вы обсуждаете, что купить, как подготовиться. Вы как-то заранее к чему-то все вместе готовитесь. Время очень много на это потратите, но я так понимаю, что все будет очень эффективно. Да? С умом потратите это время, вот прям все и обсудите, и списки составите, и обязанности распорядите. Никто не будет обижен, и все будут очень довольны. Да, к какому-то празднику. Может быть, к Новому году уже начинаете готовиться. Может быть, это на работе коллеги, да, будете отмечать, корпоративчик какой-то делать. Может быть, это мамочки, да, там родительский комитет, там, подготовка к празднику будет происходить. Вы знаете, очень славно вы вместе поработаете. Вот вопреки, да, ситуации, все равно люди смогут договориться, смогут действительно придумать нечто очень хорошее, гениальное, и денег сэкономить, и нервы сэкономить, и так, чтобы прям всем угодить. Вот так идет. Ну, вы в числе тех, кто разрабатывает идеи, составляет, я не знаю, там списки покупок, знает, как, где, что купить, и к вам будут прислушиваться. То есть вы как центровая фигура у меня выходите. Так. Здесь вот чей-то мужчина вышел, но я так понимаю, что это бывший мужчина. Бывший. Он очень много о вас знает. По крайней мере, в последнее время собирал прямо о вас информацию. Может быть, он знает о том, что вам нужна помощь. Может быть, он знает о каких-то ваших проблемах, о действительно вашей сложной жизненной ситуации. Девочки, он вас очень долго искал, либо он будет очень долго к вам добираться, приедет. Ну, лично я вижу, что у вас лично идет встреча, будет предлагать вам помощь. Я понимаю, что вы птичка гордая, что, возможно, у вас свои очень правильные претензии в адрес этого мужчины, но если вам действительно нужна помощь, пожалуйста, не игнорьте, принимайте вы его помощь, дайте ему возможность искупиться перед вами. Понятно, что и жизни не хватит на то, чтобы искупить свою вину перед вами, но пусть это будет первый шаг, да, позвольте. И вам будет легче от того, что помощь пойдет. Ну и мужчине тоже, знаете, как плюсик хотя бы маленький себе в карму заработать позволите. Вот. Вы будете в шоке от того, что он очень много знает о вас, каких-то подробностей, деталей. Вот. Для вас, конечно, это шок и ужас, да? Откуда он все знает. Ну вот вам сигнальчик на то, что он к вам неравнодушен. Вот. Готов будет, если позволите, ну так он и все поделает. Так, еще важный момент. Ну, для тех, кто вот совсем одна. Кто-то говорит: ой, я совсем одна, ну вот никого нету, Господи, ну вот одиночка, да, как отшельник живу. Смотрите, у вас на пороге какие-то интересные события идут, связанные с каким-то обществом, коллективом. Но это явно не на работе, это больше похоже на случайное знакомство, и вас вот приглашают принять участие, либо просто посетить, да, какое-то мероприятие. Там люди вашего возраста, мужчины и женщины, очень веселые, очень активные, они связаны какой-то одной мыслью, одной идеей, либо, ну, как у них одно увлечение на всех. Вот. Вы будете приятно удивлены, потому что такие люди есть, существуют в наше время. Может быть, даже какая-то самодеятельность, либо какой-то вид активности. Вот они вас примут как будто бы в семью. Они вот все похожи, и вы с ними похожи. Может быть, люди тоже, вот как, знаете, одинокие, там дети выросли, там разъехались, да, заняться нечем. Вот они друг друга нашли и активно живут. Вот вас примут в свою семью, в этот свой тесный круг. У вас за многие-многие годы, да, в первый раз будет такое ощущение коллектива, дружного коллектива, да, семейности. Приятно, очень-очень приятно. Так.
Здесь какое-то новое знакомство идет, но меня очень смущает персонаж, с кем вы знакомиться будете. Вот знаете, как показывают, что человек сам по себе неплохой, но подача у него, либо у нее, ну извините, это рви и выброси. То есть человек, ну, как клоун, как, я не знаю, какая-нибудь дешевая актриса, да, если там женщина, допустим, мужчина смотрит, да, смешно, жалко, противно, хотя на самом деле человек очень хороший. Вот у вас идет знакомство с таким персонажем, и я так понимаю, что с вероятностью 95, а то и 7% вы, ну, вот так пренебрежительно отнесетесь к этому человеку, да, вот судя по внешнему виду и по внешним проявлениям этого человека. А человек сам по себе хороший, глубокий и очень порядочный. Знаете, давайте договоримся так. Вы не будете судить людей по первому взгляду и по первым словам. Старайтесь рассматривать человека глубоко, со всех сторон. Вот прям вот со всех сторон просмотрите. А мне этот человек импонирует тем, что человек обладает глубокой честностью и правильностью взглядов. Еще у этого человека, возможно, в семье, я не знаю, там муж, жена, там, родители, да, вот кто-то важный человек. Если вы с этим человеком начнете контактировать, вам от этого контакта идет какая-то большая польза. Я не могу сказать, что это, но если не отбросить этого человека, а принять этого человека, то можно получить, ну, выгоду, пользу, помощь, я не знаю, подарки, что можно получить, приятное можно получить. А вот если отказаться, то это как потеря идет. Какая-то экстравагантная личность маргинального характера. Вот. Но не судите людей по внешности, судите по глубине мышления и по действиям. Вот это важно. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.